Состоялась 37-я очередная сессия Якутской городской думы. Было рассмотрено 16 вопросов. Вел заседание председатель Якутской гордумы Альберт Семенов. Для приведения в соответствие с федеральным законодательством внесены изменения в устав городского округа города Якутск, касающиеся муниципальных служащих и муниципального контроля. Теперь муниципальным служащим запрещено иметь гражданство иностранного государства или вид на жительство. Помимо этого, для приведения в соответствие с федеральным республиканским законом был рассмотрен вопрос об утверждении порядка оплаты труда работников органов местного самоуправления городского округа города Якутск. Внесены изменения и дополнения в постановление о налоговой политике городского округа города Якутск, согласно которым многодетные семьи с 5 и более несовершеннолетними детьми полностью освобождаются от налога на имущество физлиц, начиная с 2021 года, сроком на 5 налоговых периодов. Теперь многодетным семьям, это семьи, которые имеют 5 и более детей, не требуется уплата налога на, скажем так, имущество. Но надо четко здесь разграничить, что имущество, которое не предназначено для коммерческого использования. То есть мы говорим о доме, даче, земельном участке, автомобиле и так далее. То есть чем семья пользуется в обычной жизни. И я рад тому, что эта инициатива была поддержана и принята депутатами Якутской городской думы для того, чтобы социальная направленность для наших жителей города Якутска продолжала свое движение. Конечно, местный бюджет, он потеряет определенную часть доходов, но все-таки я думаю, что это правильно, что люди, которые воспитывают много детей, должны меньше платить. Отличное решение. Я считаю, что мы живем в довольно-таки социальном государстве, которое всегда находит способы для поддержания многодетных семей, льготных категорий. По внедрению налоговых льгот это очень хорошее решение. Мы рады его исполнить. На сессии рассмотрели отчет контрольно-счетной палаты города Якутска за 2021 год. В прошлом году проведено 33 контрольных мероприятия, составлено 53 акта по проверенным объектам. Общий объем проверенных средств составил 40 миллиардов рублей. Контрольно-счетной палаты за отчетный период выявлено 314 фактов нарушений, которые выявлены при формировании и исполнении бюджета, ведении бухгалтерского учета. На сегодняшний день 80% нарушений устранено, остальная часть находится на контроле. Депутаты заслушали отчет МУ МВД России Якутская по итогам 2021 года. Начальник ведомства Михаил Кондаков отметил увеличение преступности по городскому округу в сфере информационных технологий, краж с банковских карт, дистанционного мошенничества и противополовой неприкосновенности. В Якутске снизилось количество грабежей и разбойных нападений. При этом общий процент раскрываемости преступлений составляет более 59%. Михаил Кондаков попросил депутатов и окружную администрацию содействовать установлению памятника к столетию службы участковых инспекторов. МВД Якутска показали хорошую работу по результатам 2021 года. За отчетный период хотелось бы отдельно отметить успехи в борьбе с наркоманией. 40 килограмм наркотиков изъято было силами МВД, что в разы больше, чем в предыдущие периоды. Это показывает о слаженной, организованной работе, в том числе и оперативных работников. Депутаты подняли вопрос о медицинском вытрезвителе, который очень актуальный в свете того, что продолжается на территории города Якутска преступность в состоянии алкогольного опьянения. Продолжается у нас преступление в сфере информационных технологий. Это относительно, конечно же, банковской системы, дистанционного мошенничества. Здесь, конечно же, я лично попросил депутатов проводить разъяснительную работу, в первую очередь, со своими избирателями, с тем, чтобы избегать этих видов мошенничеств. Почему? Потому что люди лишаются даже, были случаи, нескольких миллионов рублей, да, поэтому здесь, конечно же, важно проводить совместную разъяснительную работу. Депутаты также рассмотрели внесение изменений в правила землепользования и застройки Якутска. Главный архитектор города Семен Сергеев пояснил, что из-за увеличения количества детей и в условиях плотной застройки предлагается проектировать здания школ до 4 этажей.
Рассмотрен вопрос о внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской городской думы от 24 ноября 2021 года положение о муниципальном жилищном контроле. Речь идет о безопасном использовании жилых и нежилых помещений. Изменения связаны с приведением в соответствие с федеральным законодательством. Рассмотрены наградные вопросы. Смарт-библиотеке города присвоено имя якутского писателя Николая Неустроева. Знаком за заслуги перед Якутском награждены ветераны труда Дмитрий Валерий Павлович, Исакова Валентина Егоровна, Константинов Николай Романович, Лукашенко Людмила Михайловна, заведующая детским садом номер 9 города Якутска Попова Раиса Азаровна, Степанова Мария Моисеевна, водитель автобуса МУП-ЕПАК Шелковников Альберт Гаврилевич. Следующая сессия у нас состоится уже 15 июня. И, пользуясь случаем, я бы хотел поздравить всех горожан с Днем местного самоуправления. Мы знаем, что 10 лет назад, 10 июня, президент подписал указ о праздновании Дня местного самоуправления. И, конечно же, в этот день хотелось бы пожелать, чтобы мы своим трудом показали успехи в достижении поставленных целей, задач, чтобы наш город и дальше развивался, чтобы муниципальные служащие и депутаты работали в одном ключе с тем, чтобы, решать все поставленные задачи нашими избирателями, горожанами города Якутска. В День местного самоуправления в музее города Якутска состоялось торжественное открытие выставки «Выражая волю и интересы горожан», посвященное 200-летию создания представительного органа города Якутска. Мы сегодня к Дню местного самоуправления приурочили открытие в музее города Якутска нашей экспозиции, посвященной 200-летию первого представительного органа города Якутска. Вы знаете, что Сергей Сергеевич Николаев подписал указ о создании оргкомитета по проведению 200-летия первого представительного органа Якутской городской думы, посвященной 200-летию. И председателем оргкомитета у нас является первый заместитель председателя правительства Садовников Дмитрий Дмитриевич. И мы уже провели достаточно много заседаний оргкомитета, и одним из пунктов юбилейных мероприятий значилось как раз открытие такого музея, посвященное первому представительному органу. Но, к сожалению, в связи с известными событиями нам пришлось немножечко оптимизироваться. И открытие полноценного музея мы перенесли на более поздний срок. И когда появится возможность, мы обязательно вернемся к этому вопросу. На экспозиции представлена 200-летняя история становления и развития Якутской городской думы в разные времена и эпохи. Очень интересно действительно посмотреть историю города Якутска, как город Якутск у нас становился. Мы знаем, что город Якутск, он в то время был совсем не благоустроенный, но тем не менее люди собирались, люди хотели жить лучше. Строительство первой электростанции, первого училища. Здесь на самом деле очень много очень знаменательных дат и знаменательных событий для города Якутска. Я думаю, что горожанам будет интересно. На выставке можно будет увидеть экспонаты из фондов Музея истории Якутска, археологические находки, уникальные предметы быта горожан разного времени, артефакты, связанные с Якутской воеводной канцелярией, копии документов, фотографий, личные вещи, собранные горожанами. Я думаю, что сам Бог велел уже на выставку, посвященную 200-летию городской думы, когда создается такая экспозиция, что-то принести из дома, поэтому мы посоветовали, решили передать какие-то действительно фамильные вещи, потому что там очень такая красивая инкрустация на ложках из столового серебра. Наконец-то мы, как-то не лежат и лежат, да, а тут мы рассмотрели, нашли клеймо, где написано, 1898 год, 84-я проба. Я стала читать, что это за проба. Оказывается, это действительно проба, которая ставилась на столовом серебре. Там сейчас можно рассчитать
посчитать, сколько там серебра в этих ложках там, и так далее. И как-то вот я думаю, что моя мама была бы очень рада, что какие-то вещи вот, ее находятся, которые она хранила, берегла своих вот, там, бабушки, дедушки. Ну, сегодня есть в городе, музей города Якутска. Мама родилась в Вильнюске, это 1929 год. И потом уже вот в военные годы переехала ее семья в Якутск, а дедушка с бабушкой переехали немножко раньше. Но то есть все равно они уже в Якутске жили долго, и можно считать старожилами города Якутска. Хотя, конечно, история семьи нашей связана больше вот с Вилюйском, потому что мама сама из рода Расторгуевых. Это очень известные вот купцы, их было 3 брата, и они все жили в Вилюйске. Один у нее дед даже был старостой города Вилюйска с 1912 по 1917 год, и потом еще в 1920 году. То есть, ну, как-то так на Вилюйске завязано. Но поскольку переехали в Якутск давно, в Вилюйск я сейчас не могу уехать, что-то передать, но я думаю, что очень много же вот таких вот связующих нитей, поэтому, ну, пусть вот эта маленькая частичка нашей семьи, ну, кого-то, может быть, порадует из наших горожан. И хочется верить, что у нашего города очень большая длинная история. Вот сегодня, когда было открытие этой выставки, говорили, что Руслан Владимирович как раз, по-моему, говорил, что впереди пусть сотни лет. И я так подумала, думаю, да, вот сотни лет пройдут, а, наверное, все равно самоуправление в каком-то виде, оно все равно останется. И все равно, наверное, будут депутаты, которые будут представлять интересы народа. Потому что, наверное, это правильно, это так должно быть, чтобы были люди, которым народ делегировал какие-то определенные полномочия для решения вот их вопросов. На экспозиции собрана вся информация о выдающихся людях, внесших свой вклад в развитие и процветание нашего города. Выставка продлится до сентября 2022 года. Исторический парк «Россия. Моя история» объявляет весеннюю акцию «Трек-трансляция». Теперь вы можете провести в парке прямые эфиры через конференц-связь. Исторический парк «Россия. Моя история» Якутии ждет своих посетителей.